Страшная трагедия в подмосковном Крокус-Сити-холле. Спустя 10 дней после теракта мы знаем, если не все, то многое. Во-первых, известно и тщательно разобрана, в том числе в СМИ, вся хронология кровавого преступления. Я бы отдал должное всем нашим органам, спецслужбам, оперативникам, следователям и другим, которые отработали четко, слаженно и быстро. И результат мы сегодня видим. В том числе после задержания преступников, первых допросов, когда постепенно, с предъявлением доказательств и фактов, выстраивается вся цепочка злодеяния. От исполнителей к организаторам, а от них уже и к заказчикам. Нервная, я бы даже сказал, самообличительная реакция Запада и Украины нас волновать должна меньше всего. Мы ее увидели и сделали выводы. Также хотел бы отметить и качественную профессиональную работу российских журналистов сразу после трагедии и на протяжении всей этой недели. Мы не только оперативно получали всю необходимую информацию с места теракта, но и узнавали потрясающие проникновенные истории проявленного героизма, мужества наших сограждан, взаимовыручки и всеобщего единения. Не буду повторяться, вы наверняка видели все эти репортажи о гигантских очередях в пункты сдачи крови, о мальчике-гардеробщике, который помог вывести наружу десятки людей, о героях, которые ценой собственной жизни спасали близких и малознакомых сограждан и так далее. Были, конечно, и отдельные негативные примеры с размещением в интернете уже после теракта неумных, циничных постов и стримов разных нетрезвых блогеров и школьниц. С последующими извинениями. Специально подробно не разбираю эти высказывания, потому что считаю, что не время тиражировать подобные глупости. Я также против того, чтобы акцентировать внимание на национальности и даже гражданстве террористов. У террора нет ни национальности, ни религиозной принадлежности. Как очень своевременно и точно отметил на этой неделе Владимир Путин на встрече с военнослужащими, нам нужно беречь наш многонациональный и многоконфессиональный мир. Цитата президента. Знаете, когда я слушаю наших «такие люди везде есть», в любом обществе, ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия это только для русских, то, знаете, у меня чувство тревоги возникает, признался Владимир Путин, заметив, что в России сейчас живут 190 этносов, причем некоторые представлены миллионными народами. Как только начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ, предупредил Путин. Потому нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу. Думать о том, что у нас одна большая единая Родина. Отдельный аспект, который важно проанализировать после теракта в Подмосковье, это меры безопасности, прежде всего в местах большого скопления людей. Об уроках трагедии в Крокус-Сити-холле в нашем репортаже. Неделя после страшного, чудовищного теракта в Подмосковье, хотя погода в последние дни нас в Казани не радует, прошли и дождь, и даже снег, этот стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус-Сити-холле продолжает оставаться актуальным. Люди несут мягкие игрушки, цветы, боль и скорбь не утихают до сих пор. Трагедия в Крокусе – одна из самых и кровавых, и разрушительных в истории России. До сих пор уточняется количество пострадавших. На момент подготовки репортажа оно приближалось к 700. 144 человека погибли, это страшная цифра. Масштабы разрушения зданий после пожара также поражают. Вопросов после теракта на самом деле намного больше, чем ответов. И касаются они не только хода расследования, но и того, как нам, если не обезопасить себя полностью, то хотя бы снизить риски повторения подобных трагедий. Все эксперты сходятся во мнении, что быстро насытить все объекты и площадки страны с массовым пребыванием людей качественной и вооруженной охраной просто нереально. Тогда может быть хотя бы пост охраны с одним бойцом с пистолетом, задается вопросом Ильдус Янышев. Было бы разумно предусмотреть наличие вооруженного поста охраны
на объект, например, с одновременным пребыванием от 1000 и более людей. При этом сам же Янышев сразу оговаривается: вооружение охраны даже одного человека – это дорого и, главное, хлопотно. Это сразу оружейная комната, это ответственный сотрудник, который отвечает за оружие, это доставка оружия, ее привоз обратно с объекта на автомобиль. Это все удорожает услуги. Подготовка этих людей, да, разумеется, обучение – это совершенно другая категория людей. Как правило, это уже не пенсионеры. Когда заступает охранная компания, они делают тендер. И обычно тендер выигрывают не те, кто больше, качественнее работает, а кто меньше цену поставит. Нужно быть готовым к тому, что если мы будем развивать вооруженный ЧОП, то, соответственно, это будет и существенное увеличение расходов. Расходов на все, в том числе затраты, в том числе билеты и так далее, и так далее. Одна из посильных на сегодня альтернатив предложения ряда экспертов – законодательно разрешить узкому кругу лиц с хорошей военной подготовкой скрытно носить и в случае экстренной ситуации применять оружие. Правда, есть и нюансы, и есть риски. Выдача оружия отдельным лицам. Что ж, такое, наверное, возможно, но тут тоже нужно понимать, что ношение оружия в публичных местах, оно вообще запрещено. Поскольку может произойти непроизвольный выстрел, могут специально напасть на человека для того, чтобы завладеть его оружием. Это должны быть бывшие сотрудники оперативных органов внутренних дел, ФСБ. Там это узкий круг людей. Очень узкий круг людей, которые профессионально могут владеть, у которых есть безупречные характеристики, рекомендации, что они не связаны с алкоголем, у них с личной самореализацией все в порядке, они, не нуждаются в том, чтобы на свадьбе пострелять. Ильдус Янышев предлагает посмотреть на проблему шире. Как ни парадоксально, вопрос необходимости у кого-то вооружать может быть и не самый первостепенный сейчас. Иногда предотвратить правонарушения могут и обычные граждане, внимательные и неравнодушные, вооруженные обычными гаджетами и телефонами, если бы еще у них были соответствующие права, а главное быстрая обратная связь. Дозвониться до 112 и сообщить о правонарушении каком-то, это большое не только мужество, с чем я не страдаю от отсутствия которого, но и большая бюрократическая процедура. Нужно назвать кучу своих данных. Показательно, что сразу после теракта в Крокусе многие торговые центры в Татарстане, стремясь усилить меры безопасности, пошли по пути фактически усиления бдительности с помощью цифровых технологий. И, наверное, это оправдано. Рассматриваются люди, то есть если они идут с большими сумками, какие-то подозрительные, в капюшонах, как-то смотрят так вот по сторонам, что-то высматривают, то да, это уже вызывает подозрение. Что тут такого? Да, сумку открыла, все показал, все выложила. Ничего особенного нет. Другой аспект проблемы – это снижение рисков проникновения в Россию и в Татарстан мигрантов с потенциально опасными намерениями. Как это возможно? Известно, что нападение на Крокус совершили террористы, у которых не было гражданства России. Один из преступников был судим, другой был оштрафован судом за нарушение правил пребывания на территории России, но все это не помешало им совершить чудовищное по своей жестокости преступление. Если тот или иной бандит, преступник, какой-то, даже не хватает слов, окрашивается в какую-то краску, то это не значит то, что ислам это поддерживает, и ислам это организовывает, и ислам их туда направляет. Нет, однозначно нет. Ислам – мирная религия. Давно переехавшие в Татарстан из Узбекистана Альбина Исмаилова, Ренат Сибгатуллин, ставшие гражданами России, помогают своим землякам адаптироваться в России. Рассказывают, что есть опасения, что волна недоверия может затронуть и законопослушных граждан Средней Азии, которые приезжают работать и жить в Россию. Человека задержали, у него весь пакет документов хороший. Он просто не показывает и молчит, делая вид, что он не понимает русский язык. То есть были такие случаи. Когда я спрашивала у них, например, если узбек, по-узбекски спрашиваю, у вас ведь есть документы, почему вы не показывали? Он говорит, я просто их испугался. Полицейские, как бы мы уважительно к ним не относились, они не могут какие-то национальные проекты, национальные направления вести в полной мере. Поэтому нужно Министерство национальности. И это нужно даже не для мигрантов в первую очередь, а для нас, коренных жителей России. Нам, гражданам нашей страны, нужно рожать по 3, 4, 5 детей
И тогда наша страна будет наполняться своими родными патриотами. И мы не очень будем нуждаться в мигрантах. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников. 7 дней.